В Москве проходит заседание Совета губернаторов России и Японии. Одной из главных тем обсуждения стало будущее сотрудничества с Якутией. Ну, собственно говоря, и доехали. Эти кадры в Киксе снял популярный российский блогер Сергей Саймон. Любитель экстремальных путешествий от таких заснеженных видов оказался не в восторге. Сейчас ищем гостиницу. Здесь с гостиницами не очень хорошо. А так жить тут особо и негде. Вроде и поразить бывалого путешественника на севере нечем, а Кикси смог. И неудивительно, где еще на берегу Ледовитого океана увидишь такое? Ветряные установки, которые вращают свои лопасти в экстремальных условиях, обеспечивая электричеством поселок. Этот проект удалось реализовать с помощью японских технологий, причем сотрудничество Якутии с компаниями из страны восходящего солнца на этом не ограничиваются. Совместная работа ведется в IT-сфере, области сельского хозяйства, науки. Еще одним перспективным направлением сотрудничества в области инноваций может стать создание в Якутии первого в мире научного центра по изучению мамонтовой фауны. В марте этого года японским и якутским ученым удалось впервые за 30 тысяч лет разбудить клетки мамонта. И успехи в таких исследованиях позволяют нас поверить, что в один день мы сможем воссоздать живого мамонта. Об этих проектах глава Якутии рассказал во время Совета губернаторов России и Японии в Москве. Встреча подобного формата проводится впервые за последние 9 лет и собрала 30 глав регионов из обеих стран. Главные темы обсуждения – развитие малого и среднего бизнеса, инновационные технологии, обмен в культурной и спортивной сферах. Межрегиональные связи могут сыграть ключевую роль в укреплении кооперации в сфере малого и среднего бизнеса. В российских регионах сегодня действуют тысячи таких предприятий, многие из которых занимаются различными перспективными разработками в различных отраслях экономики. Кстати, сотрудничество Якутии и Японии в ближайшее время может расшириться. В рамках Совета губернаторов прошла рабочая встреча Айсена Николаева с главой японской префектуры Тоттери. Гости из страны восходящего солнца предложили свою помощь в решении наболевшего для Якутска вопроса – мусорного. Мы знаем, что Якутия – прекрасный регион с большим потенциалом и готовы сотрудничать в разных направлениях, в том числе и в экологии. Мы уже готовим предложение о строительстве завода по утилизации мусора в Якутии. Кстати, японские технологии могут пригодиться Якутску и в реализации проекта «Умный город». Ведь ни для кого не секрет, что в цифровизации нашим восточным соседям равных нет. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.